это будет фактически катастрофой для Якутии. Ну, еще знаю то, что 2000 гектар, да, требуют. А на эти два завода, 3 завода, им хватило бы 180 гектаров. Ну, больше всего я боюсь одного. Того, что под соусом того, что сюда что-то надо завозить еще, кроме того, что вывозить тот же метанол и карбамид, могут привозить со всего мира химические отходы. Потому что это самый больной вопрос у нас в мире, да? И куда-то эти химические отходы надо девать. Ну и самое удобное место — это малолюдная Якутия, куда можно на эти 2000 гектаров. Хотя у нас по статье 6 Конституции Республики Якутия там написано, что у нас запрещено хранение отходов химического производства. Но это поставят как под соусом отходов тех же заводов по производству карбамида и метанола. Наши мерзлотоведы, оказывается, не зря едят свой хлеб. Они доказали, что вот эти воды, значит, поверхностные воды, Бестяцкие террасы называются, там, где будет завод стоять, так, они соединены с Леной. И все, что там будет, допустим, там хвостохранилище и так далее, эти все воды не уйдут в почву, а уйдут, значит, на Лену. Вот в чем дело. И так дальше можно говорить об этом. Для тех людей, которые планируют этот завод, возможно, эти митинги, ну, для них это как комариные укусы, да? Поэтому мы готовим обращение в ЮНЕСКО, в ООН, потому что они защищают именно вот народ, который сохранил свою культуру. Потому что если мы посмотрим на Европу, то они потеряли свои корни. Они ищут сейчас свои знания, тех, кто они есть, люди. Без этого, без самосознания человека, человек не знает, что делать. И поэтому он легко управляем другими людьми. И алкоголь, и наркотики могут его поглотить полностью. Человек не проживет полноценно эту жизнь. Поэтому мы хотим, мы народ Саха, мы хотим оставить нашу культуру, сохранить ее. Не надо нас травить этим заводом, потому что этот завод кардинально изменит жизнь нашей республики, природу. Мы против этого. Мы будем бороться на международном уровне, привлекать всех тех, кто заинтересован природой, нашей планетой в целом.